Ну, награды – это хорошо, но не стоит забывать, за что их вручают. За работу на благо Якутии. Вносит вклад в развитие республики и Кабинет министров. Сегодня прошло заседание правительства Якутии. Кабмин обсудил 9 вопросов. 2 из них показали в прямом эфире на НВК «Саха». Напомним, первая телетрансляция состоялась на прошлой неделе. Первый вопрос повестки, который увидели телезрители – прогноз социально-экономического развития республики до 2019 года. Во время доклада министр экономики Якутии Валерий Максимов отметил, что ожидается рост общего уровня безработицы. Кроме этого, основные показатели экономики скорректированы с учетом нынешних реалий. Так, курс доллара установили на уровне 57 рублей. Что касается инвестиционных проектов на территории Якутии, то их реализация продолжится. Согласно прогнозу, в этом году ожидается повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с прожиточным минимумом. Ситуация в экономике республики отражает общие тенденции, при этом рост экономики республики продолжится, но сложится ниже, чем прогнозировалось ранее. Так, ожидается замедление прироста валового регионального продукта по итогам 2015 года до 2,3%. Индекс промышленного производства составит 3,9%. Другой немаловажный вопрос – внесение изменений в госбюджет республики на ближайшие 3 года. Все это время с 2015 по 2017 уровень доходов будет варьироваться в районе 140 миллиардов рублей. Порядка 90% средств направят на реализацию нескольких десятков государственных программ. Все 3 года бюджет будет дефицитным. Отметим, что согласно последним изменениям правительству Якутии удалось сократить дефицит этого года почти на 3 миллиарда рублей. Теперь вместо 11 он составляет 8 миллиардов рублей. Добиться этого удалось за счет снижения расходов. В целом на реализацию плана устойчивого развития предлагается направить 3 миллиарда 245 миллионов рублей, в том числе на поддержку малого и среднего предпринимательства в части предоставления инвестиционных займов до 5 миллионов рублей, субсидирование части затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, расширение перечня видов получателей поддержки, а также адресного субсидирования затрат на электрическую и тепловую энергию, потребляемую субъектами малой и средней предпринимательства в арктических и северных полуостровах, в целом по данному направлению в сумме 380 миллионов рублей. Также Кабинет министров обсудил порядок предоставления работодателями информации о наличии вакансий. Документ подготовил Департамент занятости республики. По разработанному порядку информация о наличии свободных вакантных мест предоставляется работодателям в течение 1 рабочего дня с момента возникновения вакансии. Виды доставки данной информации очень большие предусматриваются. Это можно сделать работодателю и по телефону, при личной встрече, это можно почтой сделать или по интернету. Да? У него появилась вакансия, он уже обязан по месту своей работы, где, значит, службы органов занятости у нас есть в каждом районе, в каждом улусе, да, он уже должен предоставить эту информацию. То есть здесь территориальный, так сказать, аспект, он не столь актуален. Внесли члены правительства изменения в жилищный кодекс Якутии, в частности, предоставление на безвозмездной основе земельных участков для подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства во всех муниципальных поселениях. Исключение административные центры и поселки с численностью населения свыше 2000 человек. Также Кабмин утвердил перечень специальностей по основному месту работы, которых будут предоставляться земельные участки для использования сроком на 6 лет. Кроме этого, внесено изменение о предоставлении земли без проведения торгов. Проектом устанавливаются специальные критерии. Это будут объекты социально-культурного значения, коммунально-бытового и проекты, так называемые масштабные инвестиционные проекты. И критерии устанавливаются, то, что эти проекты должны быть обязательно в наших программах, государственных, муниципальных, там, по стоимости этих проектов, по уровню участия инвесторов в этих проектах. Завершилось заседание правительства Якутии обсуждением порядка предоставления и распределения в этом году субсидий местным бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках федеральной госпрограммы развития образования до 2020 года.